президентский эксперт. Вот кто виноват в антимигрантских рейдах в Российской Федерации. Таджикистан. Снова лимиты и экспорт электричества. Суверенитет? Нет, не слышали. Очередная иностранная военная база в Таджикистане. В первом полугодии текущего года из России за различные нарушения были выдворены 17 110 граждан Таджикистана. Сообщила на пресс-конференции глава Минтруда и занятости населения Республики Таджикистан Гулнора Хасанзада. По ее словам, за этот период в отношении таджикистанцев было составлено 332,7 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Основной причиной выдворения стало несоблюдение правил пребывания в России, включая истечение срока действия трудового патента и другие нарушения. Толпы мигрантов, которые на самом деле никакими трудовыми не являются, они просто переселяют и заселяют нашу землю. Напомним, что в данный момент в России в массовом порядке продолжаются антимигрантские мероприятия, причем свои рейды силовики проводят совместно с русскими националистическими организациями. Кроме того, власти в последнее время ужесточили правила въезда и пребывания трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. В нескольких регионах введены запреты на трудоустройство в некоторых сферах. В аэропортах приезжих из стран Центральной Азии удерживают по несколько суток, тщательно проверяя документы и мобильные телефоны. Трудовые мигранты жалуются на давление силовиков и ксенофобию. Их избивают, врываются к ним в общежития и массово выдворяют из РФ. Политологи отмечают, что российские власти используют антимигрантские настроения как фактор, отвлекающий население от неудач на украинском фронте. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. В такой ситуации таджикские власти, казалось, должны заступаться за своих граждан и стоять на страже их прав и интересов. Однако на практике происходит абсолютно иное. Отношение граждан России, стратегического партнера Таджикистана, к нашим соотечественникам не связано с официальной политикой Российской Федерации. Это связано с публикациями российских СМИ, которые представляют образ мигрантов в негативном свете. К сожалению, в информационном пространстве России распространяется неверное представление о мигрантах, и у людей складывается потом враждебное отношение к ним. И неверно связывать это с государственной политикой этой страны, заявил на пресс-конференции директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Хайриддин Усмонзада, абсолютно игнорируя то, сколько высокопоставленных чиновников и депутатов выступили в последнее время с оскорбительными высказываниями и шокирующими законодательными инициативами, регулирующими миграционное законодательство. Данное направление находится на особом контроле, находится на особом контроле у президента, у министра внутренних дел. И сейчас рассматривается ряд законопроектов для ужесточения мер принудительного характера для иностранных граждан, которые нарушают законодательство. Как было отмечено, основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, будем так сказать, иностранными. Руководство государственного энергохолдинга Барки Тоджик во время пресс-конференции 6 августа на вопрос журналистов о том, когда будут сняты лимиты на электричество, заявило, что энерголимит в осенне-зимний период в стране будет продолжаться до тех пор, пока не будет полностью введена в эксплуатацию Рагунская ГЭС. Кроме того, заместитель председателя Барки Тоджик Абдулло Курбонзада объяснил введение лимитов увеличением спроса на электроэнергию и недостаточным уровнем воды в водохранилищах. Сказал он. Также министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума предупредил, что жителям следует подготовиться к зиме уже сейчас и запастись углем. Потребители электроэнергии и мы должны использовать все возможности и запастись другими видами топлива, например, углем. Правительство Таджикистана принимает необходимые меры для своевременного обеспечения граждан Таджикистана углем, сказал он. Напомним, что от лимитов на электричество в осенне-зимний период население Таджикистана страдает уже 30 лет. Несмотря на то, что уже много лет назад Эмомали Рахмон торжественно объявлял о полном снятии лимитов на электричество в республике, лимитные отключения в населенных пунктах страны, кроме столицы и крупных городов, продолжаются по сей день.
С целью улучшения уровня жизни населения, обеспечения эффективной деятельности производственных предприятий и других социально-экономических сфер страны, с завтрашнего дня, начиная с 14 января 2017 года, полностью будет снят энерголимит, то есть население, социальные учреждения и производственные предприятия на всей территории страны будут обеспечены электроэнергией 24 часа в сутки. Снятие лимита позволяет уменьшить жизненные недостатки и заботы наших соотечественников, больше создавать условия для неуклонного развития экономики страны, заявил тогда Рахмон. Таким образом, вот уже 7 лет чиновники каждый год пытаются преподнести введение лимитов как временную меру, вызванную то отсутствием осадков, то низким уровнем воды в водохранилищах, то ремонтом оборудования, то авариями и увеличением потребления электроэнергии в результате роста экономики и численности населения. Однако эксперты утверждают, что истинная причина введения лимитов кроется в элементарном экспорте электричества за рубеж. То есть режим предпочитает продавать электричество соседним странам, чем обеспечивать им свое население. Так, например, пресс-служба Минэнерго Кыргызстана недавно сообщала о том, что министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев обсудили вопросы тестирования инфраструктуры высоковольтной межрегиональной линии электропередачи КАСА-1000 на территории двух стран. Данная ЛЭП предполагает поставку электричества из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Таджикский министр выразил надежду, что создание необходимой инфраструктуры в Афганистане завершится до конца следующего года. Это позволит нам запустить проект в начале 2026 года, сказал он. Этот проект коммерческий проект считается и очень сложный, с взаимодействием с 4 стран. И самое главное, здесь есть контракт, долгосрочный контракт на 15 лет по поставке электроэнергии. Таким образом, судя по тому, что власти Таджикистана планируют наращивать объемы экспорта электроэнергии, населению страны, по всей видимости, не нужно рассчитывать на прекращение лимитов, а может и наоборот, нужно готовиться к их увеличению. ما باور داریم که اگر در نتیجه دستگیری مولوی هم سازمان‌های بین‌المللی هم بگیم که کشورهای پیشرفته جهان توسعه می‌تواند نه تنها کشور خود بلکه یک در سطح منطقه را با انرژی سبز تجدید شونده همچون انرژی روش استوار تامین نماید. Таджикистан вновь опроверг данные о строительстве военной базы при участии Китайской Народной Республики. Так, 8 августа на пресс-конференции в Душанбе первый заместитель министра внутренних дел республики Абдурахман Аламшозада заявил, что никто не строит центр в Иш-Кашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области. Что касается информации, что Китай якобы строит какую-то базу, она абсолютно недостоверна. Никакой базы, никакого центра в Иш-Кашимском районе Гбао и вообще в Гбао мы не строим, сказал он. Ранее, 12 июля, МИД Таджикистана также опроверг сообщение о наличии секретной китайской военной базы на территории страны, опубликовав текст на своем официальном сайте. Что касается сообщений в некоторых СМИ о том, что Китай якобы создал военную базу на территории Таджикистана, то сообщаем, что они не обоснованы. Этот вопрос не стоял и не стоит в повестке таджикско-китайских переговоров, говорится в сообщении. Представитель МИДа Китая Лин Цзянь тоже, в свою очередь, высказался с опровержением этой информации. «Я не в курсе ситуации, о которой вы упомянули, но могу с уверенностью сказать, что Китай всегда проводил независимую, мирную внешнюю политику и не имеет никаких военных баз в Центральной Азии», заявил он. Китайцы отжали 1500 квадратных километров у Таджикистана, и даже никто слова не сказал. Ни в каком ООН, нигде ничего вообще. Ни одного слова не говорили.
Напомним, впервые информация о существовании китайской военной базы на территории Таджикистана была опубликована американским изданием Washington Post в феврале 2019 года. Журналист-исследователь издания Герри Ших тогда опубликовал в статье фото китайских военных, зданий предполагаемой базы и спутниковые снимки, а также проинтервьюировал китайских военных, расквартированных в военной базе. Согласно интервью, анализу спутниковых снимков и фотографий, а также личным наблюдениям журналиста Washington Post, китайские войска в течение как минимум 3 лет тихо следили за этим узким местом в Таджикистане, расположенным сразу за западной границей Китая. Говорилось в статье. Во время недавней поездки вдоль границы Таджикистана и Афганистана журналист увидел один из военных комплексов и столкнулся с группой китайских солдат в форме, которые делали покупки в таджикском городе, ближайшем рынке к их базе. Они носили на воротниках знаки различия подразделения из СУАР, где власти задержали около 1 миллиона уйгуров, коренного мусульманского населения Восточного Туркестана. Right now, we have around 3 million innocent people are in the concentration camps, only because they are Muslims, only because they are Uyghurs. Being Uyghur is not a crime status. Being Muslim is not a criminal case, criminal status. Yet, the Chinese government is waging war on Islam. They are putting these people in the concentration camps, telling the world that these people are radicalized. That's why they are in the camps, because Chinese government is worried for their national security. But people rejecting eating pork or rejecting drinking alcohol or just praying 5 times a day or saying salam alaikum for each other, which is the most peaceful way of greeting each other, means peace be with you, or praying 5 times a day or fasting during Ramadan. What do they have anything to do with China's national security issue? Right now, the Chinese government is deploying 1.1 million Han Chinese to Uyghur homes to live in their houses. Basically, what's happening today is government-sponsored mass rape on Uyghur people, Uyghur women. The Uyghur girls are forced to marry Han Chinese, and they cannot reject in fear of repercussions. Basically, it's the government-sponsored, the mass rape of the Uyghur women in the sham of marriage. Uyghur kids are taken to government-run orphanages. Over 500,000 Uyghur children are sent to government-run orphanages where they are being raised as Han Chinese, forsaking their Uyghur Turkic identity, forsaking their religion, and being raised with communist ideologies.